Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода». Добрый вечер. На референдуме в Таджикистане, состоявшемся накануне, одобрены поправки в Конституцию, которые позволят действующему президенту страны Эмомали Рахмону переизбраться неограниченное число раз. Одобрено снижение возрастного ценза для кандидатов на этот пост с 35 до 30 лет, что, по мнению экспертов, позволит сыну Рахмона выставить свою кандидатуру на пост главы государства в 2020 году. Как сообщили в ЦИКе, поправки поддержали более 94% участников референдума. Итак, почему государство, образовавшееся после распада СССР, в большинстве проявляет тенденции к авторитаризму? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, политологом, журналистом, экспертом по Центральной Азии Аркадием Дубновым. Добрый вечер, Аркадий. Добрый вечер. Удивили ли вас результаты таджикского референдума? Ничуть. Они абсолютно прогнозируемы. Я бы, в общем, даже не склонен был бы их замечать, если бы не очень такое внимательное отношение наших медиа, да и, может быть, и мировых, к этому очередному прецеденту, так сказать, такого наследственной непатии, да, как в Таджикистане. Так, приходится обращать внимание. А с чем это связано? Почему вы считаете, что, вернее, это видно, что это так и есть, но почему это считается какой-то гарантией, может быть, стабильности в этих государствах? Конечно, много разных причин. В каждой из стран этого региона свои причины. К этому региону можно отнести, например, режим и в Азербайджане, который как бы к Азии не относится, все-таки уже почти Европа, где царствует клан Алиевых. Но, с другой стороны, мы знаем и пример Белоруссии, да, где Александр Григорьевич Лукашенко, наш несравненный батька, с 1994 года избранный на абсолютно демократических выборах президентских, уже третий десяток лет, как бы не имеет никаких ни конкурентов, ни оппонентов, и выращивает своего преемника, я так понимаю, сына Николеньку. И дай бог ему здоровья, может быть, Николенко будет следующим лидером, да, этой замечательной страны. Так что это не только азиатский какой-то синдром. Я думаю, что это, в общем, наш постсоветский такой, постмодернистско-советский синдром, где, в общем, если очень захотеть, можно и нашу родную страну к этому присовокупить, в общем, да. Мы тоже уже в режиме... Некоторые субъекты даже ее уже можно присовокупить, например, на Северном Кавказе. На Северном Кавказе, да. Так что, видимо, есть какие-то законы, по которым страна, находившаяся долгое время в состоянии, так сказать, тоталитарного деспотического режима, выходя из него, не может преодолеть тенденцию к такой жесткой, устойчивой, длительной вертикали власти, которую приемлет привыкший к такому постоянству народ. И это проще всего осуществить там, где ментальность к этому очень хорошо как бы приспособлена, как пазлы совпадает со стремлением власти, да. Я вспоминаю тут Ислам Мудаганович Каримов, да, на картинках. Если вы помните, когда кончался второй срок у Владимира Владимировича Путина, президентский, Ислам Мудаганович приехал в Кремль с визитом и очень настойчиво уговаривал Путина пойти на третий срок. Не важно, что это нарушение Конституции, не важно, что будут говорить, пусть говорят. Вы, главное, должны будете уверены, что вы делаете правильно. А народ вас поймет и одобрит. Со временем. Так что это очень такой имманентная внутренняя убежденность, так сказать, такого рода лидеров в том, что они нужны народу. Иногда я думаю, что они правы. А в чем специфика Таджикистана вообще? Ведь там же была гражданская война. Вот это интересно, да. Специфика Таджикистана очень многофакторная, на мой взгляд. Значит, была гражданская война, которая, по разным данным, унесла, может быть, около 100 тысяч человек. Это не беспрецедентная война на территории бывшего Союза. Это огромная, так сказать, травма для таджикского народа, которую залечить нельзя одним или даже двумя поколениями, да. Это и демография от этого будет как бы провальные, так сказать, ямы демографические, как переживает, собственно, Советский Союз после Второй мировой войны. И обстоятельства, эта травма этой гражданской войны, в которой истреблялись таджики, убивая друг друга, она используется и, в общем, достаточно грамотно в течение долгих лет использовалась властью таджикской
чтобы внушить людям, что никаким образом нельзя допустить снова какого-то переворота, какой-то смены власти, который неизбежно в наших условиях приведет к крови, а мы помним, к чему привела кровь. Мы хотим, что разве снова, чтобы таджик таджика убивал. И на этом Эмомали Шариф Рахмонов, по-русски говоря, достаточно стройно и четко выстроил свою линию внутриполитического, так сказать, воздействия. Да? Ни в коем случае я гарант, я вывел страну из гражданской войны, ну, это такая уловка, конечно, не он один, но не важно. Главное, что я дан вам во власть во время войны, я вас вывел из войны, и вы должны мне верить, а я буду вас, так сказать, пасти, сохранять и бдить, и способствовать, и так далее. Да? Вот поэтому ему удалось сделать многое, в том числе создать такое, я бы сказал, националистское немного государство, в котором он эксплуатировал очень удачно тему принадлежности таджикского этноса к индоевропейской группе, этнической индоевропейской группе языков, арийской группе, которую ее так называют, да. И когда речь у многих таджиков заходит так сказать, о своем происхождении, об исторических корнях, они с гордостью говорят, что мы арии. И вот недавно, если вы помните, была очень забавная история. Одна женщина пыталась как бы задать вопросы ему как-то публичным образом, президенту. Его зовут, знаете, Чано Биали, его превосходительство, так принято к нему обращаться. Так вот, она хотела ему задать вопросы, а ей местный начальник где-то в провинции, да, сказал, что, знаете, вопросы может задавать только человек с четко выраженной арийской внешностью. Был невообразимый скандал. В результате местный начальник пострадал, который ей это сказал. Это документально зафиксировано все, да, есть письменное, так сказать, свидетельство этого, ответ, да. И это вот свойство сегодняшнего Таджикистана, где Рахмон почитается как основатель современной таджикской государственности, подобно Исмаилу Самани, основателю таджикской государственности в XI веке, чьим именем названа национальная валюта в Таджикистане, Самани, кому памятник совершенно исполинских размеров стоит в центре Душанбе. Вот Эмомали Шарипович Рахмонов, либо сегодня его превосходительство Чано Биали Рахмон, он создал своими усилиями, своей волей, надо сказать, человек очень волевой, человек сумел упредить много переворотов, упрятать и, так сказать, обезвредить многих своих оппонентов, соперников, даже внутри правящего, так сказать, клана, среди своих сподвижников, которые приводили его к власти. Это человек, в общем, в каком-то смысле незаурядный, бывший полевой командир Народного фронта, бывший руководитель колхоза, председатель, бывший матрос-подводник Тихоокеанского флота советского, да, которому Путин в день его юбилея 60-летнего вручил солдатскую, матросскую книжку, извлеченную из архивов Минобороны. Там много, в общем, в нем такого, я бы сказал, необычного, да, так что он, в общем, человек безотносительно демократ, он или тиран, личность он, в общем, достаточно незаурядный, хотя многие его упрекают в не слишком высоком IQ. У нас на прямой связи Даниил Кислов, создатель сайта Фергана.ру. Добрый вечер, Даниил. Добрый вечер. А как вот можно на сегодняшний день оценить степень развитости экономики Таджикистана, может быть, стабильность национальной валюты? В чем здесь, так сказать, особенность этой республики? Вам слово, Даниил. Может быть, вы уже об этом говорили, потому что я пропустил первые 5 минут и попал на то, когда Аркадий Юрьевич пел дифирамбы определенного рода Рахмону. Матрос-подводник, волевая личность, сумел устранить конкурентов. Да, это круто, конечно, но, мне кажется, и политикой, такой политической модели, которую построил Рахмон, и экономикой, и безопасностью управлять достаточно просто. Потому что это политическая, это экономическая, это общественная модель, которую выстроил нынешний президент, и который будет президентом до конца своих дней, я вас уверяю, и потом президентом будет его сын, вы это знаете. Так вот, эта модель, она чудовищно просто, напоминает политическую модель, если это можно назвать политикой, феодальных ханств 17-18 века, может и 11-12. Это власть
с опорой на рабов. Это власть с опорой на рабов, которым начальник, хан, бай, султан дает полный карт-бланш. Он дает им карт-бланш убивать, брать взятки, делать все, что угодно, угнетать своих подчиненных, угнетать общество, угнетать свою любимую арийскую нацию. И вот эта группа, достаточно большая группа сотников, тысячников, миллионников, десятников, не знаю кого, вот эта вот система опора Рахмона, она дает ему достаточно простую модель управления. Не надо, уничтожил, не понравился человек, убил. Ну вот, значит, конкуренции, извините меня, давно на этом политическом поле никакой уже нет. И на экономическом поле тоже. Экономику таджикскую назвать экономикой вообще, ну, не знаю, очень трудно, поскольку одним из главных показателей ее развития, ее успешности является миллионная армия гастарбайтеров, как их принято здесь называть, мигрантов, которые ищут работу за рубежом. Да, чуть ли не там 1/3 всех работающих граждан республики. И республика по-прежнему нищая, на мой взгляд, еще более нищая, чем она была во времена СССР. И если бы не эти мигранты, то она давно бы была банкрот. Спасибо, Даниил. Сейчас у нас на связи из Праги наша коллега, корреспондент таджикской службы «Радио Свобода» Хирамон Бакузада. Добрый вечер, Хирамон. Добрый вечер. Как бы вы оценили степень политических свобод в Республике Таджикистан? Может быть, как-то там, ну, не знаю, вчера, конечно, понятно было, 94% напоминает советские времена. Может быть, свобода прессы чуть-чуть осталась? Вам слово. Это очень хороший вопрос, потому что я считаю, что очень было бы актуально обратить внимание на особо тяжкий, с моей точки зрения, последний год в Таджикистане. Это можно назвать началом конца. И я бы начала этот обратный отсчет с парламентских выборов 2015 года. Знаковое событие, когда впервые в истории независимого Таджикистана в наш парламент не набрали должных очков, как потом сказали официальные представители комиссии по выборам, представители реальной оппозиции, это печально уже известная Исламская партия Возрождения, и те же коммунисты, лидер, который присутствовал в парламенте до последнего и позволял себе какие-то критические заявления в адрес правительства и президента. Я считаю, что таким жирным сигналом, потому что очень много событий до этого предшествовало, но жирным сигналом тревожных событий можно считать именно этот период. Потом уже начались тотальные проверки многомесячные на уровне всех госструктур, в неправительственных гражданских организациях, где самым главным вопросом, таким ключевым, стоял вопрос финансирования этих организаций. Многих до сих пор проверяют и не продлевают им регистрацию, особенно тех, которые занимаются правозащитной деятельностью. И особому давлению подверглись в 2015 году, и это все продолжилось до сих пор. Средства массовой информации, один журналист сидит, он получил реальный срок на 2 года. Но особо я хотела бы остановиться на судьбе юристов из Таджикистана, адвокатов. Как минимум 4 из них находятся в положении реальных заключенных или задерживаемых, арестованных по политически мотивированным делам. И свою озабоченность по этому поводу не раз выражали международные правозащитные организации. Однако характерная черта последних лет таджикских властей — умение не видеть этой критики, умение ее обходить и умение ей не прислушиваться. А потом были вот эти печально известные события, которые сводят нас к сентябрю 2015 года. Власти их назвали мятежом, вооруженным мятежом или попыткой государственного переворота, возглавляемого бывшим замминистра обороны Таджикистана. Совсем за короткое время власти обвинили в финансировании этого проекта партию Исламского возрождения Таджикистана.
политическая партия, единственная религиозная организация, политическая организация на пространстве Центральной Азии, совсем скоро, уже где-то 15 или 16 сентября, то есть через 12 дней после начала операции, была объявлена вне закона, террористическая, экстремистская, она была закрыта. И не менее 200 человек были задержаны. Один из громких судебных процессов, свидетелями которого мы сейчас являемся, журналисты, и освещаем эту тему, конечно, с большими сложностями. Проходит в Душанбе, Верховный суд судит 13 руководителей Высшего совета партии Исламского возрождения Таджикистана. 5, в общем, уже прозвучал обвинительный приговор, и 5 из них грозит пожизненное заключение, остальным от 5 до 30 лет лишения свободы. Суд проходит, что примечательно, опять-таки, это тенденция последних лет. Суд этот, а также другой суд над юристами, которые позволили себе в самом начале задержания защищать интересы политиков, оппозиционных политиков, тоже сидят сейчас на скамье подсудимых. Все суды проходят за закрытыми дверями. И любая информация, которая становится доступной журналистам, она добывается с тяжелейшим трудом. И ни родственники, ни адвокаты не имеют права, как считает следствие, потому что они берут подписку о неразглашении тайны, не имеют права разглашать эту информацию и подробности судебных процессов в прессе. Достаточно очень много вопросов касательно объективности выдвинутых против них обвинений, но в то же самое время удивляет отношение властей Таджикистана к реакции или к призывам международного сообщества, хотя, опять-таки, подчеркну, что они не очень громкие и не очень сильные. Изменить ситуацию, пересмотреть дела, сделать более объективный подход к этим людям, к этим судьбам. И есть такое предположение, что все это как бы спущено на тормоза, потому что, наверное, все-таки где-то там, далеко на Западе или той же Европе, выгодно сотрудничество с властями страны, которая граничит с Афганистаном. Спасибо, Хирамон. Оставайтесь с нами на связи. Сейчас Аркадию задам вопрос. Вот мы поняли, что есть такая категория, как политзаключенные. А есть ли сейчас таджикская оппозиция в изгнании? Вот я помню, когда в 90-е годы в Москве была большая диаспора, мы у них брали интервью всегда. Сейчас этого уже ничего не осталось? Таджикская оппозиция в изгнании уже не в Москве. В Москве могут быть отдельные таджикские, скажем, диссиденты, которые либо для которых, так сказать, возвращение или работа в Таджикистане невозможно, но они не составляют никакой структуры оппозиционной, да? Потому что практика последних лет показала, что сотрудничество силовых структур России и Таджикистана, причем даже не на самом высоком уровне, а просто на среднем уровне, настолько пронизано как бы взаимопониманием и деятельным сотрудничеством, которые основаны и в том числе и на коррупционной составляющей, что нахождение здесь неугодных режиму Рахмона таджикских граждан становится просто опасным для их жизни. Поэтому они всеми возможными способами ищут способы уйти от российских силовиков. И самый известный случай, это даже самых два, может быть, известных случая, это похищение в 2005 году в Москве, в подмосковном городе Королев, председателя Демократической партии Таджикистана, очень известного и очень цивильного, я бы сказал, политика Махамадрузи Искандарова. Похищение осуществлялось российскими силовиками, а еще накануне, так сказать, он вышел из такого временного заключения, благодарил за это Владимира Путина. И тем не менее его украли, перевезли тайно в Таджикистан. Там они не признали это, сказали, что он сам добровольно как-то вернулся. В общем, была совершенно пошлая и как бы отвратительная инсценировка суда, и он приговорен к 22 годам тюремного заключения. Второй случай преследования неугодных таджикскому режиму диссидентов – это покушение на известного таджикского журналиста.
господи боже мой, что у меня, Дададжона Тавулоева, да, которого 12 января 2012 года, в общем, так искорежили, так сказать, наемные убийцы, что он еле выжил, да, в подворотне дома, где он снимал квартиру. И он вынужден был уехать в Германию, где он сегодня находится. Так что опасно здесь быть не только лидером российской оппозиции, но и тем более лидером таджикской оппозиции. Да, вот пока у нас на связи наша коллега из Праги Хирамон, хотел ей задать вопрос. А насколько сейчас велико влияние Кремля в республике? В каких отношениях находится официальный режим Таджикистана и Москвы? И, так сказать, являются ли они союзниками, что ли, в современной политической жизни? Вам слово, Хирамон. Я думаю, что если смотреть глобально на эти отношения, нельзя вообще сомневаться в том, что они всегда были союзническими, дружественными и тому подобное. Если идти фрагментально по каким-то историческим моментам современной истории Таджикистана и взаимоотношения с Кремлем, конечно, есть определенные разногласия. Но на самом деле, если копать глубоко, эти разногласия не глубинные, и тем более в свете общих угроз, разногласий стратегических, сильных в этих отношениях не будет, потому что таджикские власти никогда не смогут позволить себе повернуться спиной к Кремлю, потому что это традиционный союзник, это знакомый уже по природе вообще отношений союзник, и это тот союзник, который никогда не будет указывать на проблему с правами человека. И как сейчас Даниил подчеркнул, как минимум 1 миллион граждан Таджикистана, более миллиона граждан Таджикистана ежегодно находятся на заработках в России. Россия позволяет этим людям там зарабатывать и высылать эти деньги в Таджикистан, несмотря на то, что там они, конечно, переживают свои особые трудности, но это совсем другая проблема, миграционная проблема, которая должна быть тоже урегулирована. Поэтому отношения, я думаю, что правы те эксперты, которые уверены, что не все, что делается в современном Душанбе, касательно, в частности, референдума, принятия закона о лидере нации и тому подобное, я не уверена, что все, что делается, все вот эти попытки закрепить или зацементировать власть, поддерживаются Путиным и Кремлем, потому что так это или иначе, но все-таки должен быть какой-то предел. И если Россия все-таки пытается себя позиционировать как современное цивильное государство со своими принципами, то такой вот сосед, наверное, не всегда приносит приятные новости. Но вот принципиальных разногласий, конечно, не будет, и тем более, что на территории Таджикистана базируется самая большая военная база, 7 тысяч военнослужащих россиян постоянно находятся на территории Таджикистана, поэтому портиться отношения, я уверена, не будут, но если будут какие-то мелкие разногласия, так они будут решаться, как это было, мы были свидетелями множества подобных инцидентов, мелких инцидентов, когда коллеги помнят эти истории с арестованными или приговоренными к реальному сроку летчиками. Конечно, разгорелся конкретный скандал с участием господина из Роснадзора, господина Онищенко. Но все со временем все-таки излечилось, я так думаю. Большое спасибо. Напомню, что у нас на прямой связи из Праги была наша коллега, корреспондент таджикской службы «Радио Свобода» Хирамон Бакузада. Теперь вопрос Даниила Кислова. Одним из показателей цивилизованности любого режима является положение иноязычных диаспор. Вот каково сейчас положение русскоязычных в Таджикистане? Каковы их права, может быть, какие-то ущемляются или, наоборот, им предоставлены? Вам слово, Даниил. Ну, знаете, Владимир, это плохо изученный вопрос. Я не эксперт в этой области и могу опираться только на какие-то эмпирические данные. Но и плохо, и нет. Плохо, потому что огромное количество иноязычных, русской общины, огромное количество людей убежало оттуда во время гражданской войны, просто потому что была война.
Не потому, что даже их конкретно выгоняли, хотя и были такие моменты, частные, наверное. А сегодня, ну что же, сегодня для всех центральноазиатских государств, которые поставляют нам рабочую силу, русский язык — это очень важная вещь. И поэтому роль российской общины, русской общины там, которая представлена по большей части, ну, последними представителями, значит, интеллигенции, значит, и учителями русского языка, профессорами университета, людьми, в общем, прошедшей эпохи, да, людьми, выросшими в СССР и обученными в СССР. И как бы их роль, она возрастает в последнее время, потому что любой таджикский папа, который не так богат, чтобы отправить своего ребенка учиться в Лондон, он будет пытаться отправлять своего ребенка, когда он подрастет, работать или учиться на территории России. Русский язык все-таки остается каким-то, ну, таким выходом для образования, возможности получения образования, возможности получения работы. И вы знаете прекрасно, что для работы на территории России нужно сдать экзамен по русскому языку, и таджики сейчас вынуждены это делать. Ну вот как бы этим ограничивается роль русской общины, на мой взгляд. Слишком большой, ее там уже не осталось. Я думаю, что никакого ущемления тех россиян, русскоязычных людей, которые остались на территории Таджикистана, сегодня нет. Я просто не знаю таких рассказов, чтобы их как-то унижали и преследовали. Спасибо. Вот Аркадий хотел задать вопрос о событии прошлых выходных. Напомнили о существовании таджикской диаспоры в Москве, это я имею в виду на Хованском кладбище. У нас тут была передача, и были здесь представители диаспоры. Как оказалось, они абсолютно не защищены и абсолютно бесправны, и никаких у них нет даже ни каких там связей. Как вот я помню, при Лужкове все-таки были в жилкоммунхозе много таджиков. Оказалось, это все ушло в прошлое. Вот как вы это объясняете? Ну, во-первых, исторически так сложилось, что в России в постсоветские, так сказать, времена лучше всего организована была киргизская диаспора. Возможно, в силу того, что Киргизия считалась и есть, и считается самой, так сказать, Россия как бы ориентированной страной Центральной Азии. Там была всегда большая, влиятельная, хорошо образованная русскоязычная община в самой Киргизии. И когда возникла, так сказать, свобода передвижения, что называется, рабочей силы, то киргизы хлынули в Москву, в Россию на заработки. И после того, как Киргизия вступила в Евразийский союз экономический, что дало преференции в части предоставления гораздо более лучших условий для работы трудовых мигрантов, то есть получить патент, гораздо более легкие условия регистрации, да и вообще предварительно уже сотни тысяч, около 400 тысяч киргизов получили российское гражданство по упрощенной процедуре, это было все еще в 90-е, в нулевые годы, то именно киргизы были лидерами, так сказать, вот в этой организации. Таджики в этом отношении сильно отставали, их организации здесь были не очень сильными, не очень влиятельными среди даже самих таджиков. Их возглавляли поначалу люди, которые работали в посольстве Таджикистана, и, видимо, внутренние, так сказать, всякие проблемы, в том числе и политического свойства, вынудили этих таджиков как бы оставить эту деятельность. Сегодня вот это угнетенное положение таджикских мигрантов в России, оно используется, между прочим, российским руководством для того, чтобы как бы сделать это таким неким мотивом, неким стимулом для уговаривания, для, так сказать, давления таджикского руководства для вступления в Евразийский союз. Потому что в таком случае, вот смотрите, таджики, как хорошо киргизам, которые здесь работают, у них нет проблем, они защищены, в том числе и, так сказать, законодательством и так далее, и так далее.
Если это так, то это, конечно, большая беда для самих таджиков, потому что их судьба в руках таджикского руководства. И таджикское руководство тоже манипулирует положением этих таджиков, понимаете, да? И я боюсь, что, в общем, в ближайшем будущем это положение сложно будет исправить, поскольку Душанбе очень искусно использует эти проблемы, как бы оказывая ответное давление на Москву, понимая, что если Москва будет отвечать асимметрично, оказывая давление на Душанбе, угрожая им, так сказать, мерами по отношению к таджикским мигрантам, то таджики будут говорить, ну хорошо, вот они возьмут и уедут, вот вы хотите ввести визы, они возьмут все и уедут из России, что вы будете делать? Что мы будем делать, скажем, в Москве, где таджики занимают те рабочие места, которые никогда российские здесь жители не займут уже спустя десятилетия, так сказать, вот этой черной работы, да? Поэтому, в общем, трагическая судьба, на самом деле, этих людей, которые за ничтожную плату вынуждены, в общем, работать по-черному. Да, вот вы сказали про Киргизию. Вспоминаю, что в 70-е годы вот привлекательный образ республики в целом и ее народа складывался благодаря творчеству Чингиза Айтматова. Это очень был популярный писатель в России, он писал по-русски. И поэтому я помню, вот у нас училось несколько десятков человек. И вот они все были интеллигенция киргизская. То есть это был благодаря вот один человек может такую репутацию создать в своей стране. Ну и среди таджикских интеллигентов тоже было много замечательных поэтов, писателей, но, видимо, вот в силу того, что действительно, скажем, тот же Айтматов писал, между прочим, по-киргизски, а потом делал авторизованные переводы. Уже сам же за себя, да. Ну и здесь еще была политика, что называется, коммунистической партии, которая таким образом, что называется, поднимала национальные окраины, укрепляла их культурный, так сказать, культурный ресурс, приближала их и подымала, и обеспечивала благами, и стимулировала их, да. Еще имело значение то руководство, которое было на данный момент, скажем, в той или иной республике. Было оно авторитетно, было ли оно лояльно, хорошо ли она снабжала, скажем, ресурсами, овощами и фруктами Кремль и так далее. Да. Вопрос Даниилу Кислову. Вот Хирамон сказал, что присутствие военное, даже в том числе российское, велико в республике. Как по-вашему, можно ли сказать, что это является какой-то гарантией стабильности политической в Таджикистане? Вам слово, Даниил. Ну да, это, разумеется, определенный знак Рахмону, что если что, дорогой друг, мы удержим тебя на прицеле, вернее, удержим твоих врагов из-за Пянджа, из-за Мударьи на прицеле наших, значит, автоматов, а также, ну, это очень вероятно, если возникнет какой-то бунт или мятеж, и он будет более массовый, чем те телевизионные мятежи или телевизионные бунты, на мой взгляд, организованные властью, которые мы видели несколько последних лет на территории таджикских разных районов. Если будет какой-то серьезный бунт, то российская военная база, на которой большинство, по-моему, рядовых, это просто таджики, это местные граждане, и только руководство, командный состав, это российские офицеры, они будут выполнять просто приказы из Москвы, которые прозвучат в унисон интересам рахмоновской власти. Это такой знак. Это большая гордость для России, что вот у нас есть все-таки такая вот действительно большая военная база на территории Центральной Азии, наших бывших республик союзных. Но пока что, честно говоря, если посмотреть так вот на последние тоже несколько лет, какие информационные поводы проходили по лентам новостей в связи с этой базой. Да, на самом деле какие-то противные. То ребята с этой базы кого-то избили, то они кого-то убили, то они показались пьяными. В общем, такого убийства, как в Армении, российским солдатам, 7 человек, там, конечно, не было, но осадочек неприятный какой-то постоянно есть. Эти военные, боюсь, в том числе и российские офицеры, которые там служат, они не блещут
честью и достоинством. Аркадий, вам слово. Я просто хочу здесь немножко дополнить сказанное Даниилом, значит, замечание. Положение российской 201-й базы в Таджикистане, оно всегда было, так сказать, действительно прав Даниил, как бы охранительным таким поясом безопасности для Рахмона. Во всяком случае, он так считал. И в этом была проблема, потому что он считал, что база охраняет его личный либо его режим, а в Москве считали, что эта база гарантирует безопасность интересов России, что называется, в своем южном подбрюшье, и упреждает угрозы, исходящие из Афганистана. Мы помним, что 201-я база, вообще говоря, была размещена как следствие вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Да? Раньше-то ее там ведь не было. Так вот, я в этой связи просто могу заметить, что это противоречие между пониманием роли базы в Москве и Душанбе, оно было однажды, так сказать, обнаружено забавным образом. В какой-то статье несколько лет назад я написал вот буквально это, что, мол, мне кажется, что Рахмон сильно преувеличивает, когда думает, что база защищает лично его либо его режим. В Москве, насколько я полагаю, в этом не очень сильно согласны с Рахмоном. Спустя некоторое время я узнал, что Рахмон, так сказать, очень сильно был возмущен, если не сказать больше, этим пассажем. Он решил, что все, что пишут в Москве в прессе, это дело рук Кремля, и он, значит, выступил с некоторым таким дипломатическим каналом, где маршем, мол, так или это не так, скажите, типа это правда или неправда, да? Это одно. И второе, ведь есть еще один нюанс, связанный с военным присутствием России в Таджикистане, это отсутствие, точнее говоря, российских пограничников, которых Рахмон заставил покинуть таджико-афганскую границу, значит, во второй половине 90-х годов, да, что, в общем, по признанию очень многих серьезных, так сказать, экспертов, да и власти, что называется, придержащих, привело к тому, что наркотрафик через эту границу стал вполне, так сказать, уверенным и надежным бизнесом для серьезных людей, в том числе, которых крышуют, в том числе и во власти таджикской, да, и это является одной из, так сказать, скреп, укрепляющих бюджет Таджикистана, да. Так вот, сегодня все попытки, скажем, Москвы убедить Душанбе в необходимости, в общей необходимости для обеих стран вернуться российским пограничникам, либо, так сказать, дать понять, что это будет в интересах, так сказать, и Душанбе тоже, они бумерангом возвращаются, так сказать, в Москву, что называется, всякими, так сказать, любезными благодарностями за возможные услуги, но, тем не менее, приводящими к отказу от этой услуги. Да? Так что, действительно, правильно говорил тоже Хирамон, все непросто в отношениях, так сказать, этих любящих друг друга режимов. Да, Даниила, вопрос. Как по-вашему, какую роль сейчас играет этот геополитический фактор, что Таджикистан является своего рода воротами в Афганистан, и раньше Кремль пытался их контролировать, а сейчас он как бы предоставлен, эти ворота, самим себе? На эту тему очень часто рассуждают наши эксперты. На самом деле здесь можно фантазировать все, что угодно. Одни считают, что из Афганистана исходит грандиозная опасность, и эту позицию, эту точку, это мнение всячески поддерживают и эксплуатируют азиатские наши ханы, наши правители, которым эта афганская угроза необходима как рычаг давления на своих партнеров, как на Россию, так и на Америку, которая, как известно, до сих пор еще воюет в Афганистане. Вот, и им это необходимо как жупел, как некое пугало перед своим населением, что вот если не мы, то сейчас талибы придут, а мы молодцы, мы все тут охраняем. На самом деле, насколько такая угроза реально неизвестно. Вот, известно, что через границу, через узбекскую и через таджикскую, и потом через Киргизию, на территории России идет огромное количество афганского опиума, героина, и мне кажется, хотя у нас нет юридических оснований называть лидером
наркоторговли кого-то из властной верхушки Узбекистана, Таджикистана или кого-то. Но, в общем, это тоже общее место. Это всем известно, что без контроля государственных органов такой огромный поток наркотиков невозможен. Делаю вывод. Афганистан сегодня выгоден всем. Даже Афганистан как угроза исламизма, Талибана, он выгоден всем. Ну, кроме простых людей, разумеется, кроме вас и нас. Он выгоден России как некий повод в очередной раз, когда там обострится что-то, или вдруг на границе Таджикистана и значит, Афганистана что-то произойдет, выдвинуть туда свою базу или все-таки прислать какой-то десант. Он выгоден Рахмону и остальным центральноазиатским лидерам для удержания власти путем угроз. И, наверное, он выгоден и каким-то другим мировым игрокам, которые не преминут воспользоваться тоже этими угрозами, полупридуманными, полуреальными, для того, чтобы там активизировать свою деятельность. Да, Аркадий, можно ли так сказать, что Кремль заинтересован в том, чтобы продлить век этого режима, потому что он всех устраивает? Не то, чтобы продлить век этого режима, я бы выразился как-то по-другому, а воспрепятствовать тому, что на смену этого режима может прийти другой, который будет менее лояльным по отношению к России. Вообще российская политика по отношению к странам СНГ исходила из одного простого постулата. Как бы ни было бы хуже, потому что хуже может быть всегда раз. Во-вторых, мы с этим режимом знаем, как работать, знаем, на какой крючок каждого из лидеров можно посадить. Мы знаем, как к нему подойти с какой с другой стороны. Мы знаем, какие лоббисты обеспечивают наши интересы в той или другой стране с этой конкретно элитой или с этими конкретными лидерами. Поэтому, исходя из того, что мы у себя свою оппозицию не признаем, так сказать, легитимной силой и имеющей право на выражение каких-то своих политических взглядов, то мы не признаем и оппозиции серьезной в других странах СНГ и не работаем с ней. И считаем точно так же, как свою позицию враждебной, антигосударственной, так мы считаем враждебной антигосударственной позицию любой оппозиции, извините за тавтологию, в любой стране СНГ. Поэтому это сукин сын, но это наш сукин сын. Абсолютно, так сказать, тривиальная постановка вопроса. Данила, вопрос. Как по-вашему, может ли Таджикистан стать в ближайшее время адресом очередной цветной революции, или это исключено? Я мало в это верю. Это тоже большой вопрос, но мне кажется, что необходимо много-много разных факторов. Одними печеньками из Госдепа, но мнимыми, здесь не обойдешься. И Таджикистан, как Узбекистан, на мой взгляд, еще долгое время будет таким мирным болотом, где люди нищают каждый день, где они теряют свои права все больше и больше, но вряд ли они поднимутся в, так сказать, нынешней ситуации. Я бы хотел задать сам себе вопрос и вам тоже, и вот Аркадию Юрьевичу, а что нужно делать сегодня, чтобы как-то, может быть, приблизить великое будущее? Наверное, нужно отменить выборы. Вообще, зачем они нужны? Пусть президенты всех азиатских государств и так будут пожизненными. Они реально и так уже пожизненные. Зачем эта бутафория? И пусть потом мы проживем еще несколько сот лет в таком вот феодальном порядке. И посмотрим, как на это будет реагировать народ, который пока, по моим данным, ходит, и достаточно активно голосует за эти поправки к Конституции в том числе. Да, вот, Аркадий, одним из сценариев цветных революций бывает недовольство выборами. Я так чувствую, что сегодня никто не поднял, вообще не вышел даже на площадь. Володь, в общем, мы все понимаем, что это игра, так сказать, по заранее устраивающим всех правилам. Мы играем с вами в демократию, а вы играете с нами в то, что вы уважаете наш выбор, да? Данил совершенно справедливо предлагает отказаться от выборов, да? Да я тоже, например, меня тут называют отзавистом, скажем. Я считаю, что вообще в выборах наших тоже не имеет смысла участвовать, потому что мы их легитимизируем отсутствие права на выбор, да? Но в таком случае, как разговаривать лидерам
этих стран-республик, скажем, зарубежными спонсорами по западную сторону света. Да? Они же что? Они собираются и говорят: проведите выборы, нам нужна демократизация. Если вы хотите быть цивилизованными, иметь с нами отношения, получать кредиты, гуманитарную помощь и другие печеньки, вам нужно проводить вот такого рода процедуры. Ну хорошо, говорит господин Рахмон, проведу я вам процедуры. Сколько там, раз в 5 лет? Нет, 5 лет не могу, раз в 7 лет. Давайте раз в 7 лет, да, так поэкономнее будет, да. А еще совсем экономнее референдумом обойдемся. Вас это устроит? Приезжает если наблюдатели и говорит: ну, довольно хреновато, конечно, ну, бог с вами, ладно. Да? Так что, ну, как он отменит выборы? Как он будет себя, так сказать, на 200 лет вперед семейным образом утверждать во власти? Не получится. Если только, конечно, китайцы абсолютно не поддерживают его во всех своих начинаниях. Но и то у китайцев раз в 10 лет все-таки смена режима так или иначе происходит. Да, Даниил, тогда вопрос. Вы тоже усматриваете какую-то политику двойных стандартов в отношении Запада к этим вот тираниям, что с одной стороны они их осуждают, а с другой стороны как бы исподволь легитимизируют? Да, разумеется. И причем за последние лет 5 или 7 произошла некоторая, так сказать, эволюция в позиции Запада, в позиции европейских государств, американской демократии, эволюция в отношении, значит, местных авторитарных режимов. В 2008 году, по-моему, если не ошибаюсь, в турне, поездку по всему региону отправлялась ныне кандидат в президенты Америки Хиллари Клинтон. И она произнесла фразу гениальную, на мой взгляд, что нам нужно запастись стратегическим терпением в отношении к этому региону. Ну, это надо понимать так, что вот мы будем ждать, пока тут демократия сама вырастет. А ведь еще лет 10 назад и 15 звучала очень острая, по крайней мере, была риторика, но даже и были санкции, на Узбекистан были наложены санкции. А теперь, после разгрома исламской партии Таджикистана, я думаю, что это вообще очень достойный такой факт, который тоже мог бы вызвать санкции. Единственная, извините, легальная, мирная, нормальная исламская политическая партия большого региона, вообще СССР бывшего, да, вдруг она разгромлена, так сказать, и предана анафеме, и уничтожены ее лидеры, и обычные люди. Это что? Ну, это преступление режима. Вот, за это нужны санкции. Но вместо этого мы видим только какие-то рукопожатия, мы видим, как дарят оружие, как приносят гранты, не оппозиции, а лидерам режимов. Да, вот, Аркадий, какие бы вы видели сценарии, может быть, какого-то сдвига, демократизации вот в подобных государствах? Сдвига я не вижу никаких, пока сдвиг не произойдет в России. Дело в том, что как бы мы ни относились, так сказать, к негативизму многих стран независимых по отношению к российской политике, они все, что называется, отдают честь и равняются на то, что происходит в Москве. Да, как, так сказать, белый царь отреагирует на те или иные, так сказать, телодвижения во внутренней политике. Белый царь реагирует либо позитивно для них, либо нейтрально, что означает, ну, вот как вот в случае с Таджикистаном, ну, так сказать, некоторый выход за красные линии. Ну, не стоит так сильно уже, так сказать, брутально преследовать своих оппонентов. Да? Можно посадить, ну, душечку дать, но не 22 года же, да. Так вот, пока в России будет происходить то, что происходит, а происходит, как мы понимаем, значит, глубокое стремление обнаружить дно, которого мы не чувствуем, нам все время снизу стучат и стучат, то я не вижу никаких перспектив, если, конечно, не случится, не дай бог, чего-либо кровавого, так сказать, переворотистого, да. И я бы, в общем, здесь мог бы понять позицию тоже Хиллари Клинтон, про которую сейчас вспоминал Даниил. Прагматизм, ну, в общем, как всякая техника безопасности, значит, основана на крови, да? Так и вот такой прагматизм, он тоже, что называется, построен на крови, уже, так сказать, пролитой, а уже американцами точно последние 15 лет в Афганистане точно, не говоря о Ближнем Востоке. Поэтому, ну что, осуждать ли нас им за стремление избежать
новой как бы крови, да еще азиатской по своим как бы масштабам проливания. Да, Даниил, а может быть какие-то перемены в Белом доме могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки? Как вы считаете, если приход республиканской администрации, может быть, они ужесточат какую-то политику в отношении подобных диктатур? Я думаю, что нет, Владимир. И вообще извне вряд ли возможно какая-то подвижка, какое-то влияние на ситуацию внутри. Я бы хотел здесь, если мне удастся коротко оформить свою мысль, выдвинуть такой тезис. Вот сейчас происходит ужасно неприятная вещь, очень противный процесс, результат которого, может быть, мы уже увидим через несколько лет, а может быть, чуть позже. Афганская кампания, которую провела Америка, вызвала очень серьезный рост антиамериканизма среди исламского населения, ну и Афганистана, и то, что вокруг. На этот антиамериканизм, значит, накладывается сегодня репрессии в отношении умеренных мусульман, из которых азиатские правители делают радикализирующуюся часть населения. И если в будущем какая-то оранжевая, просто революция возможна в этом регионе, то она будет под знаменем ислама, потому что люди, доведенные до отчаяния, выдавленные как из лимона сок, ухватятся за самые простые рецепты, которые предлагает им, извините, пусть меня простят мусульмане, но такой примитивный политический, уличный политический ислам. Вот эти факторы, они накладываются друг на друга. Политические заключенные, мусульмане, репрессии против мусульман, их давят все, их бомбят американцы в Афгане, наших братьев, а тут нас убивает Рахмон. Рано или поздно этот нарыв может взорваться. Да, вы согласны, что так может быть? Вы знаете, это, в общем, вполне прагматические, так сказать, опасения. В качестве примера, подтверждающего такого рода опасность, я буквально двухдневной давности, что называется, приведу. Как вы знаете, в ночь с пятницы, по-моему, на субботу американские беспилотники нанесли удар по второму в истории лидеру Талибан, Мулле Мансуру, который был уничтожен в приграничной с Афганистаном зоне на территории Пакистана, в зоне племен, так называемых. Да? Это, конечно, очень сильная акция. На этот раз он действительно убит, так сказать, в противу того, что в декабре прошлого года сообщали о нем сами талибы, якобы он погиб в перестрелке. Об этом уже подтверждено во всех столицах, и в Исламабаде, и в Кабуле, и в Вашингтоне. Пакистан выступил с очень жестким заявлением, значит, назвав это преступлением, не согласованным с властями Пакистана, действительно удар нанесен по территории Пакистана. Да? Американцы заявляют, сам Обама выступил и сказал, что он уничтожен, потому что он противопоставлял себя, так сказать, мирному процессу в Афганистане, не хотел договариваться с правительством Афганистана, а главное, он атаковал и уничтожал американцев, которые до сих пор дислоцированы в Афганистане. Да? Я говорю о чем? О том, что американцы оставляют свои войска в Афганистане, с одной стороны, которые должны помочь справиться с террором. Талибы в ответ на это, так сказать, увеличивают давление на американцев. Американцы в ответ на это, так сказать, уничтожают лидера Талибан. Талибы в ответ на это начинают интенсифицировать удары по тем же американцам. Да, вот один из возможных сценариев, который мы сегодня обсудили, к которому пришли в результате нашего разговора о Таджикистане, как государстве, получающем очередное пожизненное президентство. Большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Будем эту тему продолжать, поскольку она пока на ближайшее время остается актуальной. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Итак, программа Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов.